Высокая урожайность, животноводство, растениеводство, садовничество, реализация федеральных программ, республиканских акций, показатели деятельности Минсельхоза Ингушетии за 2023 год выросли практически во всех отраслях. Объем производства собственной продукции составил 17 миллиардов. Структура агропромышленного комплекса республики сегодня насчитывает 24 сельхозпредприятия, 55 кооперативов, 2032 КФХ, 50 тысяч личных подсобных хозяйств, более 10 инвестиционных проектов. Во всех категориях хозяйств в республике в январь-декабрь 2023 года действующих цен составила 20 миллиардов 479,6 миллиона рублей. Динамика производства продукции сельского хозяйства составляет 101,2%. Общая площадь сельскохозяйственного угодья в республике составляет 122 165,6 гектара. На итоговой коллегии представители Минсельхоза делают особый акцент на цифрах. В мероприятии принимает участие первый вице-премьер Магомед Евлоев, депутаты Народного собрания, представители муниципалитетов. Под урожай в 2023 году во всех категориях хозяйств республики засеяли сельхозкультуры на площади более 72 тысяч гектаров. Валовый сбор зерновых культур во всех категориях хозяйств составляет 175,8 тысячи тонн. При урожайности 35-43 центнера с гектара. Так, зерновые голосовые мы собрали 85 тысяч тонн, кукуруза 90,8 тысячи тонн, при урожайности 47,5 центнера с гектара. Собрано масличных культур 7460 тонн. Значительный рост показателей в прошлом году пришелся на производство продукции животноводства. Его доля в общем объеме до 70%. Рост наблюдался во всех категориях хозяйств. На сегодняшний день насчитывается более 75 тысяч крупнорогатый скот. Из них коров в пределах 45 тысяч голов. Продукцию животноводства у нас в этом году мясо 18 тысяч тонн на убой. Также у нас молока 144 тысячи, свыше 144 тысячи. И мясо птицы, вернее, яйцо, куриное яйцо, производство пределов 28 миллионов штук. Помимо обеспечения продовольственной отрасли, Минсельхоз вносит свой вклад и в капитальное строительство, большую поддержку и в рамках реализации нескольких программ, направленных на развитие сельских территорий по линии Минсельхоза. Региону оказывает федеральный центр. Так, благодаря выделенным средствам, министерство планирует в 2024-м начать строительство соцобъектов и благоустройство дорог в нескольких сельских поселениях Южном, Нестерском, Алхасты. Также в министерстве поделились результатами деятельности в реализации национальных проектов. Национальный проект, он один из главнейших на сегодняшний день. Все показатели по НАС-проекту за 2023 год мы выполнили. В рамках НАС-проекта у нас выделение грантовой поддержки сельхозтоваров крестьянско-фермерским хозяйствам, а также экспорт продукции АПК. В агропромышленном комплексе республики реализуется более 10 инвестиционных проектов на сумму более 21 миллиарда рублей. Сад-гигант Ингушетия, агрокомплекс Сунжа, ореховый сад, птицекомплекс Южная, Алмавит, Фрут и не только. За счет их деятельности регион достиг хороших показателей в овощеводстве и садоводстве. 2023 год стал рекордным по экспорту сельхозпродукции. Основным экспортером стал Берс мукомольный комбинат. Ингушская продукция экспортировалась в такие страны, как Ирак, Иран, Грузия, Афганистан. Это около 25 тысяч тонн муки собственного производства. Объем продукции составил более 12 миллионов долларов. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов еще в начале года на встрече с министром Магомедом Гагиевым отметил, что Министерство сельского хозяйства работает в верном направлении. Это доказывают положительные результаты. Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что Ингушетия имеет большой потенциал в сельском хозяйстве и задача властей максимально его реализовать. Я когда встречался с президентом Владимиром Владимировичем Путиным, мы говорили обо многом, но он почему-то заострил внимание на сельском хозяйстве. Он показатели посмотрел и говорит: слушайте, у вас рост такой, да, за 157% во всех. У нас же в действительности 40-45 там зерновых. Квартал вообще же не было. 75-85 я смотрел, а сейчас 11-15 рублей у нас картошка. У нас любую ситуацию возьмите, у нас вторая очередь сейчас АПК Сунжа, там до 20 тысяч тонн будет. У нас великолепный сад-гигант,
которые в прошлом году до 60 тысяч тонн. Мы будем стараться делать, но это все зависит от труженика сегодня. И президент сказал, он говорит: Махмуд Али, самолеты мы построим, дороги построим, любые здания, школы, детские сады. Но нам надо, чтобы у нас был накормлен народ. Минсельхоз в течение 2023 года провел около сотни продовольственных ярмарок, где по выгодным ценам была представлена продукция местных производителей. Также в республике в третий раз прошел конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство. И впервые фестиваль цветов, ставшая традиционной акция Мехкасах. Все они инициированы главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. Первый вице-премьер республики Магомед Евлоев высоко оценил работу аграрного ведомства, поблагодарил работников за вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. В этом году уже была 5-я очередная акция Мехкасах, ГУРП. И какой эффект дают ярмарки, которые были инициированы главой республики, и насколько наше население благодарит за эту работу, мы все это видим. Уверен, что темпы в дальнейшем мы не будем сбавлять, а только наращивать. Это все достигнуто благодаря упорному труду всего министерства. И отмечу в первую очередь, конечно, министра под его чутким руководством. На самом деле, вы мягко таган хар вор, вы доглас дизжвы, и вы мог бы вы камды. Завершая коллегию, Минсельхоз поделился планами на 2024 год. Так, в целях министерства завершить реформирование ГУПов, оказание всех возможных мер господдержки предприятиям АПК, привлечение инвесторов, подготовка к реализации пилотного проекта по опорным населенным пунктам на 2025 год. В ведомстве уверены, что выполнение этих задач позволит обеспечить дальнейшее развитие АПК и увеличить производство продукции сельского хозяйства. Диана Дударова, Магомед Дарсиков, Магаз 24.